понятные для нас две формы. Это халяльная еда, то есть в этом уже в нашей стране, в этой работе, значит, и предприятия, и процесс сертификации. И на самом деле люди любого вероисповедания, они понимают, что этот продукт понятный и покупают его. Если это халяльная настоящая еда, там не может быть никаких там добавок, никаких вещей, которые, значит, ну, опасны для здоровья. Но дело не в этом. Вообще в мире, я думаю, вот мои коллеги, значит, богословы, священнослужители, 1,5 или 1,7 миллиарда мусульман. Купма? А? 1,7. Значит, у нас официально говорят 20, но 25-27 миллионов мусульман только в России. Значит, это огромный рынок. Халяльный образ жизни, он имеет свои особенности. Это не только халяльная еда, это не только, значит, исламские финансы. Это и туризм, это и медицина, и все. Вот поэтому в прошлом году мы вот с нашими коллегами на Казань-саммите провели, как бы, тема была самая халяльный образ жизни. То есть в нашей стране это будет востребовано. И кроме этого, это мы можем приглашать туристов, продукции, да, халяльные парфюмерии и все остальное. Поэтому наши партнеры, Дубайский центр развития экономики, вот они нас консультируют. Я думаю, в ближайшее время мы в Махачкале провели форум «Россия. Исламский мир», и там тоже эту тему поднимали. То есть мы должны создать условия для халяльного образа жизни. И поэтому не только Турция там или кто, в России-то уже мы будем активно пропагандировать. Спасибо. Вышли из заколдованного круга, у нас появился вопрос. Мы сказали, уважаемый компьютер, мы берем 50 на 50. И у нас появился вопрос Аязу Шабудзинову. Никто не сомневался, что его выступление произведет эффект разорвавшейся бомбы. Аяз, с чего начинать свое дело? Аноним, между тем, задает. Спасибо за вопрос. Я не так давно понял, что в условиях быстро меняющегося мира многие предприниматели, они целый год сидят в подвале, что-то создают, но все-таки мир диктует немножко другие правила. Это максимальный быстрый тест идей, концепций, гипотез. И я скажу так, что не с чего начинать свое дело, начинать его нужно сегодня. У меня была простая позиция. Как только идея приходит, я ее тестирую сразу же. И если я смогу сделать 10 продаж, вот у меня так было, когда я открывал хостелы, 10 продаж я, если могу сделать, у меня юнит экономика, то есть финансы сходятся, я 5000 рублей даже заработал, я могу прийти к инвесторам и сказать, то есть на какие рычаги нажимать, чтобы это увеличить. Мне необходим там капитал, готов поделиться долей в своем стартапе. В общем, основная мысль – это быстро нужно тестировать идеи, которые приходят в голову, смотреть по сторонам и так далее. Вот, не только в России уже, в мире смотреть, какие идеи стартуют. И потом быстро их тестировать, мы это называем MVP, это минимально жизнеспособный продукт. Пусть он не идеальный, вот на троечку пусть, но нужно протестировать, попробовать продать. Если экономика сошлась, уже идти к инвесторам и привлекать капитал и масштабировать свою идею. Вот я когда открывал хостел, я привлек потом инвестиции, и вот многие крутили пальцем у виска, я отдал тогда 80% доли, чтобы меня инвестировали 10 миллионов рублей. Мне говорят, зачем отдавать там столько доли и так далее. Но вот здесь совет не нужно жадничать. На первой ступеньке можно отдать чуть больше, потом сформировать капитал уже самому стать самостоятельным инвестором. Вот, это вот такие базовые некоторые принципы, которыми я руководствовался и руководствуюсь сейчас. Вот. Даже сейчас мы, когда запускаем эти рабочие пространства, мы сначала в Перми делаем один объект, все ошибки быстро на нем собираем, улучшаем, и потом уже в другие регионы по всей России хотим это дело делать. Вот, надеюсь, было полезно. Спасибо. Ну что же, да, мы все-таки вот решили воспользоваться возможностью и задать еще один вопрос. Давайте еще один вопрос. Если нас простит. Ренат Акзамович, у моей дочери Рената скоро... Рената. У моей Ренаты скоро день рождения. Она большая ваша поклонница. Какое наставление вы дали бы будущим юным кондитерам?
такое наставление. Но первое, если у вашей дочери скоро день рождения, вы знаете, куда обратиться. Мы с большим удовольствием сделаем вкусный тортик для вашей прекрасной доченьки. А если вы еще при этом и кондитер, и мама, и кондитер, то я рекомендую вам в первую очередь уделять внимание вкусу. Сейчас очень многие находятся в погоне за красивыми декорациями, за красотой, там, за всякими красотами и теряют самую главную нить профессии кондитера. Кондитер – это человек, который должен готовить вкусно. Это человек, который специалист, не человек, специалист, который должен делать феноменальный, вкусный, достойный продукт, а потом уже красивый. Вот я хочу пожелать всем начинающим кондитерам про это не забывать. Думайте о том, что вы создаете вкус, вы создаете еду. И про это не нужно забывать. Спасибо. Еще один вопрос Радику. Как поддерживать здоровье, хорошее настроение и позитив? Делитесь секретом. Как поддерживать здоровье? Позитив, вот вы сами видите, это уже большой позитив. Вот, я каждый раз, когда пишу музыку, я это пишу с позитивом, и я радуюсь, когда вот народ радуется. Народ, когда улыбается, подпевает, мне от этого хорошо. Хайтам да, рахатланам да, опять музыка, яжам да, и постепенно так. В общем, хорошее настроение, позитив это от вас, друзья, от музыки, от ваших улыбок, от ваших настроений. Рахмат. Спасибо. Ну что же, с вопросами мы заканчиваем. Радик, ты тебя тоже посмотришь, тоже улыбнуться хочется сразу. Улыбнуться хочется. Когда тебя видишь, тоже хочется улыбнуться, поржать. Так. Вот он позитив. Итак, сейчас всех наших дорогих гостей, спасибо огромное, с вами было так интересно. Просим вернуться вас в зал, занять свои места. Потому как впереди нас ждет церемония награждения. Уважаемый Виталий Иванович, мы просим начать вас и вручить награду от имени мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина. Итак, мы приглашаем Виталия Ивановича Сучкова. Дорогие друзья, за активное участие в общественной жизни столицы и большой личный вклад в укрепление дружбы между Москвой и Республикой Татарстан благодарственное письмо вручается народному артисту РСФСР Сергею Каюмовичу Шакурову. Спасибо, Виталий Иванович, за выполненную миссию. Уважаемый Рустам Мугалиевич, просим принять эстафету. И в завершении работы форума мы просим вас вручить государственные награды Республики Татарстан нашим землякам. За большой вклад в развитие культуры и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан» присваивается Нусметовой Ныле Габдуловне, педагогу по вокалу региональной общественной организации Татарской национально-культурной автономии.